столице Коми активизировались дог-хантеры. В социальных сетях сигнал за сигналом появляются сообщения об отравлении собак. Жертвами становятся как бездомные животные, так и домашние питомцы. Полиция Сыктывкара по публикациям в соцсетях устанавливает обстоятельства. Напомним, ранее в Усинске были обнаружены погибшие при неустановленных пока обстоятельствах четвероногие с травмами головы. Региональный Минсельхоз и прокуратура проводят проверку. Ольга Коняева продолжит. 8 жертв отравления за 2 дня. Столько насчитали зоозащитники Сыктывкара. И это только известные случаи, сообщения о которых появились в социальных сетях. Мария Мальцева, жительница Эжвы, стала очевидцем страшной смерти животного. И услышала просто, что визжит какая-то собака. Непонятно было вообще. Я думала, сначала ребенок плачет. Я выглянула в окно, смотрю, стоит собачка и рядом лежит эта собака в конвульсиях, она все бьется. То есть она визжала, орала. Я в чем была? В тапочках, в халате домашнем, выбежала на улицу. Посмотрела, смотрю, у нее уже пена с рта была, кровь. Неравнодушная сыктывкарка решила помочь собаке, но животное не дотянуло до ветклиники. Ветеринары города подтверждают, владельцы с пострадавшими питомцами к ним обращаются. Но, к сожалению, большая часть умирает по дороге к врачу. Причем первая волна отравлений была в лесозаводе, сейчас в микрорайоне Строитель Эжвы. К нам доехало до клиники 3 животных с признаками острого отравления, но, к сожалению, все 3 погибли. Первые буквально в течение 10 минут, одна продержалась где-то 12 часов, но тоже безрезультатно. Все с одинаковыми симптомами. Неврологические расстройства, конвульсии, подъем высокой температуры. И все это происходило, со слов хозяев, резко, непонятно от чего. Спасти пострадавших в таких случаях удается редко. Токсин, как и антидот, неизвестный, проводится только симптоматическая терапия. Среди жертв бездомные и собаки на самовыгуле. А таких в столице немало. В группе сыктывкарского приюта «Друг» создан целый альбом с фотографиями четвероногих, хозяева которых отпускают гулять питомцев без надзора. С ошейниками есть и среди погибших. Но и добросовестные владельцы могут потерять верного друга, если не будут бдительны. Любой яд, если даже он будет образно крысиный, он будет все-таки притягательным для животных, потому что добавляет туда химические элементы, которые напоминают нас обычную еду. К сожалению, большому, у меня у самого 10 лет назад собаку так отравили. Она не взяла ничего, она вдохнула и сожгла себе все дыхательные пути. Поэтому все-таки нужно более осознанно относиться именно к своему животному. Сейчас то же самое разговаривать с представителями зоозащиты, потому что будем сейчас делать еще коллективное обращение в прокуратуру, потому что нужно проверять. И все видео, фотофиксацию все-таки собирать такое коллективно, потому что все-таки нужно находить и наказывать тех людей, которые так себя ведут. Прогулка на поводке, а еще лучше с намордником. Только так можно обезопасить своего любимца и решить проблему с безнадзорными животными. Тогда и дог-хантерам не будет повода для охоты. Зоозащитники призывают фиксировать все случаи на фото и видео и обращаться к стражам порядка. Как сообщили в полиции Сыктывкара, уже предприняты меры по розыску очевидцев событий, описанных в социальных сетях. Выясняются все обстоятельства. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.